Ожидания, конечно, вот я свои ожидания первоначально, и туда и вкладывала и то, что может и не получиться, да, что я могу и не увидеть этого. И, скорее всего, возможно, что я не вижу. И хорошие. Поэтому все мои и те ожидания, ну, наверное, они вот в этом семинаре, в такой вот в короткий срок, ну, можно сказать, что почти что сбылись. И главное то, что есть проложено начало исполнению той оставшейся части ожиданий. Буду повторяться, то прошу меня простить, потому что эмоции переполняют. Когда ехала на этот семинар, вот первый вопрос у меня был к Чигату, какая тема, он мне назвал, я так думаю, но второй вопрос у меня был, кто будет тренерами, он мне назвал, я говорю, да, еду. Поэтому мои ожидания получить новые знания о новых технологиях, которые я смогу применять в своей жизни, вот оно подтвердилось, там, я не знаю, 333 галочки можно нарисовать. И второе ожидание, ну, в очередной раз, во второй, восхитилась работой наших тренеров. Большое спасибо. Как уже было сказано, что самое большое богатство и роскошь – это роскошь общения, поэтому я рада, что нашла единомышленников, познакомилась с таким количеством людей, которых я не знала. Но по электронной почте общались, Любовь. Я примерно вас такое представляла. Правда? Да. Мне очень понравилось наше общение. И я всегда уважаю тех людей, которые стараются погрузиться в чужую культуру, традиции, и поэтому вот ваше такое трепетное отношение к нашим традициям, к нашей культуре, вот этим я вообще восторгаюсь. Ну и сколько бы ни повторялись, я думаю, это вам будет приятно услышать. Тоже восхищаюсь вашей работой, рада от общения, столько позитива, энергии. И все те проблемы, которые у меня там остались, они остались, я про них забыла благодаря вот вам, нашему общению. Но то, что я ожидала, я получила. И кто-то на моих листочках прям много-много галочек поставил. И мне пришлось только дополнить. Я думаю, что все, кто чего ожидал, они там, не найдя даже, может быть, вернее, не написал еще на входе, да, а на выходе он отметил на моих листочках. Поэтому думаю, что все получилось окей, 100%. Я даже в анкете не делала ничего анонимного, все написала как есть и расписалась. Получил очень богатый опыт и готов этот опыт транслировать дальше. Я тоже, Спасибо. наверное, выскажусь. Когда я шла сюда, когда я готовилась, когда меня пригласили, я даже не имела представления, о чем будет, какая работа, люди откуда, кто они, что они нам будут давать. Вот, сейчас все это утвердилось. Я поражена вашей работой, очень приятной работой, общением. Благодарю руководителей побольше Таких тренингов проводить, почаще. Ну, постараюсь, конечно, буду активно сотрудничать с вами, наверное, и в своей работе тоже очень многое для себя взяла. Постараюсь, наверное, применить, найти способ как-то для себя это использовать. В этом смысле не буду оригинальной. Я действительно тоже все свои ожидания смогла здесь реализовать, они все сбылись. И вот сейчас я когда смотрела другие ожидания, оказывается, и у меня эти же ожидания, вероятно, были, но они не сформулировались вот в письменном виде, но они отработали здесь. И, конечно, прежде всего я хочу сказать огромное спасибо нашим тренерам. Это очень высокого класса специалисты. Их профессионализм дал возможность увидеть в себе то, о чем я иногда даже, вообще просто не подозревала, что я понимаю, что многие формы работы, которые я не применяла в своей жизни, они вполне мне близки, понятны, и дальше я с этим буду работать. И еще я хочу сказать огромное спасибо всей группе за работу, за сплоченность, за то, что я получила огромное количество положительных эмоций от общения со всеми с вами. Поэтому всем огромное спасибо, и я очень бы хотела, чтобы мы встречались еще, во-первых, встретились на фестивале, на всех тех событиях, которые грядут летом, и я очень надеюсь, что у нас продолжится сотрудничество
и с жителями Алтая, и с нашими тренерами. Да, можно сказать, сбылись. Я думаю, в моей дальнейшей жизни они пригодятся, принесет очень большую пользу. И хотелось бы сказать очень большое спасибо организаторам вот этого тренинга. И еще хотелось бы сказать большое спасибо Наталье Альбертовне, потому что вот именно она меня сюда пригласила. Я вот случайно, можно сказать, она оказалась вот на этом тренинге. Очень большое спасибо всем вам. Мне очень было интересно с вами тут находиться и работать с вами. Я написала достаточно стандартные ожидания, поскольку, в общем, не совсем понимала, что я могу получить от этого тренинга, поскольку я просто никогда не принимала участие в подобных тренингах. Вернее сказать, даже вообще никогда не принимала участие в тренингах именно в такой форме. Ну, мне все очень понравилось. Я не могу, в отличие от других участников тренинга, сказать, что вот этот тренинг был такой замечательный, потому что у них есть чем сравнивать. У меня сравнений в этом плане никаких, поэтому мне все очень понравилось. И мне казалось, что так оно всегда должно происходить, везде, во всех случаях. Но что мне особенно понравилось, это удивительные методы такого логического структурирования, компактного структурирования такого большого объемного материала. Вот. И самое удивительное из того, что я могу свою деятельность, свою работу как-то вот вплести в это, и это все как бы органично сочетается. Рада, что приняла участие на этом тренинге. Но для себя я узнала очень многого. Были, то есть, очень, в разных сферах, как бы. Но для меня важно было то, что я получила очень много ценного для себя. Да, так вот. На самом деле я за свою жизнь принимала участие в разного рода тренингах. Я даже не ожидала, что все сферы моей жизни, какие-то роды деятельности, которыми я каким-то образом занимаюсь, они таким образом окажутся увязанными вот одной той теме, которая была заявлена здесь в качестве вообще темы тренинга. И, в общем-то, мне пригодился мой какой-то опыт, мои какие-то знания, мне это было самой приятно и даже удивительно. В общем, я довольна, я получила очень многое, то, что хотелось, то, что даже не предвиделось для меня самой и не ожидалось. В общем, я переполнена вот так под завязку, тут веревочку еще завязать. Все здесь. Спасибо. В моем понимании традиционная культура – это самая основа традиционной культуры. Это даже не природа, это даже не духи, о котором мы постоянно говорим. На самом деле это личностное качество каждого человека. То есть это очень личностное. Сейчас его называют, некоторые называют личной религией, некоторые называют его глубинной экологией. На самом деле это основа традиционной культуры, которой мы исходим от себя самого. И поэтому, наверное, мы как носители этого знания культуры немного не в шаг идем в современности, в котором все пошагово рассчитано, и мы иногда действуем непланомерно, так сказать, не совпадаем с этим. Вот как раз тренинги помогают, я как раз свою цель поставил, чтобы стать, хотя бы на какой-то промежуток времени более логичным, что ли, или там подальше планированию каком-то. И вот как раз при помощи наших тренеров, в общем-то, я как бы понял хотя бы принципиальную основу, чтобы потом это делать как-то, выстроить некую такую логическую систему, и через которую могли понимать другие люди, потому что иногда мы говорим одно, подразумеваем другое, и действуем совершенно по третьему. То есть это вот наша характерная черта. И поэтому всем огромное спасибо, тренерам особенно. И еще одно хотел сказать вот, сообществу нашему, так сказать, маленькому. В принципе, вот сегодня обсуждали тоже как бы значение огня, но на самом деле этот невидимый огонь уже тут закладывается. То есть мы сообща какую-то создаем некую атмосферу. И очень хорошо, наверное, было, когда вчерашнего, так сказать, слушаю, мне это очень понравилось, именно с хорошей позиции, потому что я думаю, все те сущности, которые Мария видела, они вас посмотрели, обсудили, так сказать, в своем кругу, каждому сделал, свой тренинг провели. И поэтому здесь очень хорошо, что вы чем-то таким сакральным, естественным коснулись, это
дают дополнительный, так сказать, знак нашему мероприятию. Поэтому всем спасибо. Знаний в рамках проекта Фонда устойчивого развития Алтая экоцентр заповедники традиционное знание о природе основы самобытности коренных народов Алтая, который проходил в Республике Алтай с 23 по 27 января 2011 года при поддержке в рамках совместной программы Совета Европы, Европейской комиссии, Министерства регионального развития Российской Федерации, национальных меньшинств в России, развития языков, культуры, СМИ и гражданского общества. Один раз только прочитали? Да. Вручается. Не, давайте кем-то опустим, когда уже. Потому что да. Да. Дим, озвучь. Да. Значит, соответственно, турбаза Семинский перевал, Республика Алтай, 27 января 2011 года, подписан директором Фонда устойчивого развития Чигатом Алмашевым, директором экоцентра заповедники Натальей Данилиной и координатором и тренером проекта Любовью Колотильной и тренером Дмитрием Войтовичем. Так, первый сертификат, который держу в руках, вручается Даниилу Ивановичу Амаеву. Под ваши громкие аплодисменты. Сертификат вручается, я даже рад, что мне досталось, вот мы так расстелили. Случайно. Сертификат вручается Шваковой Ольге. Сертификат вручается Мамыевой Наталье. Сертификат вручается Акимовой Татьяне. Сертификат вручается Апарину Роману. Спасибо. Сертификат вручается Аманчиной Марии. Сертификат вручается Уткушевой Виктории. Сертификат вручается Басаргиной Диане. Сертификат вручается Валентине Шаламаевой. Сертификат вручается Жерносенко Ирине. Жерносенко. Простите. Сертификат вручается Челгу. Правильно я читаю? Челчугашевой. Челчугашевой. Алтынай. Сертификат вручается Кудачиновой Ирине. Кудачиновой. Сертификат вручается Чагату Алмашеву. Руку сними. И сертификат вручается